Ну вот и июль закончился, 31 число, август 29, еще один месяц лета. Ну что, братцы, всем привет, 31 июля, еще один месяц лета позади. Потихоньку, ребят, вступаем в осень, а на севере это происходит, ребят, намного быстрее, чем, допустим, в средней полосе. Настроение шикарно, ребят, чисто выбрит. Сегодня маленький праздник. Сразу хочу начать видео с поздравления дочери. Сегодня у моей Ирины Андреевны день рождения, 7 лет, семейный праздник. В этом году школу, ребята, новая ступенька в жизни, так что, доча, давай. Папка тебя любит, ты знаешь об этом, и всего тебе самого хорошего. Жизнь у нас такая штука нелегкая, но папка пока будет жив, он будет тебе помогать. Еще мы съездим порыбачим с тобой, по-любому съездим, отец, дочка наедине, это 100%. Впереди еще будут мощные походы, так что давай, дочурка, всего самого хорошего. Ну что, братцы, сегодня такое будет, можно сказать, интересное видео, может неинтересное видео. Ну, в целом решил заснять, так как собираюсь, ребят, в длительный поход на севера. И привез тут свою коллекцию ножей на заточку к одному человечку. И в целом, думаю, как раз, ребят, покажу, с чего, в принципе, начиналась моя история. Правда, и как бы не вся коллекция, да, допустим, не все ножи, что у меня есть. Ну, какие-то, ребята, которые вошли в историю и на видео, и как бы, которые мне вообще нравятся в целом. Сегодня, ребята, немножко рассмотрим. Ну, а пока кофейку, давайте со мной, ну и приятного просмотра. Еще, ребятки, один месяц лета позади. Лето потихоньку уходит. Лето, ребят, в этом году было, у многих было, жара была такая прям серьезная, топила прям достойно. Но сейчас у нас уже убавилось все, потихонечку пошли дождички. Я думаю, скоро грибочки. Самая пора, ребят, пиковая, это впереди. Не знаю для кого, а лето для меня оно такое. Ну да, купание, да, какие-то лайтовые рыбалки, сплавы обычно, но хотя в этом году их не было, потому что все пересохло. Просто таежные речки они пересохли, и, ну и нечего бодаться было. Загар, ребят, летний мы получили, покупались. В целом, ребята, лето было хорошее. Насколько зима была холодная, в целом все подтвердилось, и лето, ребята, у нас отлично. Дай бог, чтобы была хорошая осень, так как зима у нас была ранняя, снега не было, сильные холода были. Я вот переживаю, чтобы были хорошие грибы, так как почва не под снегом, которая была, она сильно промерзла в этом году. Ну, вот я имею в виду этой зимой. И в целом посмотрим, как будет по грибам, по ягодам. Ну и в целом, ребята, это же налим. Вы же знаете, что я налимятник. Для меня налимная рыбалка это просто все. И вот прям жду весь в предвкушении. Но пока, ребят, сборы. Далекие поездки у нас, у меня планируется аж 2. Прям весь август этот разбочим, ребята. Ну и для вас постараюсь заснять что-нибудь интересное. Хорошие рыбалки, я думаю, будут. Ну и в целом вот привез сегодня на заточку ножи, и как бы буду брать, потому что рыба будет, ребят, в любом случае рыба будет. Мы будем рыбу брать, ловить, готовить. Какие-то филейные части, может балыки какие-то будут, ребят. Буду заготавливать рыбу домой. Ну и в целом возьму сразу хорошие ножи с собой в походы, чтобы как бы они у меня там работали, служили. Ну и, ребят, есть новиночка у меня. Прям новиночка. Блин, хороший на вид. Я уже, ребят, распаковывал, смотрел. Ножик, ну как в деле, это будем смотреть. Короче, ребят, давайте начнем. Моя история не полная, конечно. Я что-то и терял, что-то и дарил, ребят. Но в целом, что как, потихоньку сейчас давайте начнем с самого начала, самого. Так, ребят, начнем просто с легенды моей. Я даже не знаю, ребят, какая сталь, какая рукоятка. Это было просто куплено в рыболовном магазине. Это был подарок, кстати. Был подарок. И с этого ножа, ребят, в принципе, начался мой канал. Вот. Каналу уже 4, почти 5 лет. Ну, плотно снимать я, ребят, начал где-то года 4, как снимаю уже. И вот с этого ножа началась история. Прям вояка. Я прям
не знаю, этот нож будет, не знаю, просто лежать, отдыхать на полочке, так как это просто для меня просто память большая. Возможно, я просто задарю его какому-то хорошему человеку. Потому что ножи, ребят, ну это... Ну вот, ребята, многие по видео его, может, вспомнят. Вот он, смотрите, ребят. Там даже в ножнах песок. Но это потому что вот прям реально, ребят, рабочий. Рабочий был, рабочий прям трудяга. Консервные банки, рогатульки, вообще не важно. Он даже, помню, выручал у меня в какой-то... Сейчас даже не вспомню, ребят, смотрите. Видите, что это? Это чешуйка рыбья. Вот что значит для меня рабочий нож, то что когда ты можешь сделать все. Вырубить, там, не знаю, дерево, открыть там консервную банку, продолбить лед. Вот в таком исполнении, ребят, даже вот рукоятка, смотрите, она изменилась цветом. Да, он весь пошорпанный. Стел 440, ребята. Вот здесь есть кузня, но я уже все затерлась, ребята, я не вижу. Вот на веревочке, ребята, чтобы когда из нож он выпадает, так как я финку, ребят, помните, так потерял. Вот таком макаром, если даже из нож он выходит, это, ребят, кстати, не ионные ножны, это просто купленные где-то на рынке, просто чтобы он как бы заходил. Кнопочка здесь даже не подходит. Ну вот так в целом я его носил, как бы вот работяга еще тот, ребят, это дешевый простой ножик, но с него начался канал мой, блин, и спрашивали, ну что за нож у тебя, да он простой, ребята, но он на веревочке, ребята, он со мной еще, я говорю, я, возможно, подарю его, свою память кому-то, не знаю, может, хорошему человеку. Ну, ничего не могу сказать, ребят, просто простой вояка, но он живой, ребят, он не потерян, он со мной. Вот такой ножичек. Ребят, он был не потерян, я приобрел себе финку НКВД. Знаете, это легендарная финочка, с которой я проходил тоже кучу времени, года 2, наверное. По осени финка была утеряна. Есть видео на канале, когда мы собирали белые грибы. Потом я заказал себе, ребят, еще одну финку в другом исполнении. Там была карельская береза, а здесь был бук вроде черный со звездочкой. Ну, финка НКВД, сами знаете, что это бывшие военные ножи советской армии. И вот в целом такой нож убийца висел у меня на поясе. Рыбалка, охота, грибы, все было с ним. И потихоньку, помаленьку, ребята, вот первую финку я потерял, а вторую финку, ребят, помните, я разыграл на канале. Кстати, поздравляю победителя, с ним мы общаемся. Не знаю, служит этот ножик ему, не служит. Но в целом, как бы, ушли в хорошие руки. Я рад, что эта финка сейчас где-то на поясе продолжает историю, ребята. После этой финки, ребята, я заглубился в якутские ножи, потому что они ценятся на рынке. Ну и в целом мне нравится их природа, их рыбалка, охота. Всей Якутии большой привет, я знаю, что люди смотрят. Может, тоже помнят, ребята, что я показывал на канале. И зима была с этим ножом якутским. И пишут: Андрюха, куда ты его делал? Ребята, он все со мной, он дома, он на месте. Ба-бам! Многие писали: Андрюха, ты что, продал? Я пишу: нет, ребята, вон, смотрите, ножны. Все в рабочем состоянии, видно. Пошоркались немного, ребят, но в целом блеск и какую-то отблеск, ребят, он не потерял. Все в этом исполнении. Я его, ребят, специально не затачивал, не портил, ничего, как бы. Да, он со мной работал, я открывал им банки, я рубил лунки, я, ребят, делал им все. Зимой он был со мной, по видео, кто со мной, ребята, видели, что я рыбу чистил, все, ребята, он был со мной. Все четко. Я его, ребят, перестал носить из-за того, что здесь ножны, ребят, смотрите, они стали немножко люфтовать, так скажем. И вот, допустим, видите, отверстия здесь никакого нету. Веревочку, так скажем, не навязать. Единственное, можно было что-то здесь, какое-то уплотнение сделать. Ну, я боялся просто, ребят, его потерять. А так вот все, ребята, в такой же рабочей форме, пошкребанной. Ну, этот нож был рабочим и просто сейчас отдыхает. Но, ребята, я его не потерял и не продал. Тем более продавать. Никогда в жизни я не буду продавать ножи. Не знаю, что-то такое, которое... Ну, ножи тем более. Это прям, не знаю, это
его проще подарить, чем, ну не знаю, не проще, но это неправильно, если ты ножи свои продаешь, это как бы, тут какая-то сила уже твоя, уже где-то здесь история твоя, прям я не знаю. Все со мной, ребята, он. Вот этот красавец, красивый, ребят, смотрите, вот этот рисунок мастера, прям мне, прям не знаю, какое-то вдохновение прям делает. Я решил также его разыграть на канале. Сейчас у нас, ребята, 58 почти тысяч. А в 60 тысяч, ребят, на канале, когда у нас будет, мы разыграем этот ножик. Вот этот якутский нож, ребят, я разыграю. Свою финку легендарную. Она мне очень нравится. Точнее, нравилась, сейчас у нее нету. Вот этот якутский нож, ребят, я разыграю в любом случае. И пускай он достанется тоже какому-нибудь, не знаю, бродяге такому, как и я, который, ну, любит рыбалку, охоту, природу. И будет большая память от меня. Вот, ребят, какой он есть, я его специально не дергаю, не ношу, не порчу, как бы не царапаю. Хочу разыграть, ребят. Так что вот этот нож в любом случае. Также, ребятки, присутствует у меня вот такой ножичек. Вот, в такой кобуре. Но это, ребят, я ничего не могу сказать за него. Это просто подарил мне, ребята, кореш. Нож Тигр. Тоже рабочая лошадка, ребята. Вот, чешуя есть. Все есть, ребята, на нем. Вот такой ножичек. Это, кстати, вот тут написано сталь 65 13. Да. Угу. Нож Тигр. Я говорю, это просто подарок, ребята, от самого лучшего друга моего. Друга детства. Я его берегу. Потому что человек подарил мне от души. Ну, ножик рабочий, ребята. И в целом, как бы, я просто собрал все ножи, которые у меня есть, хорошие, рабочие. Я привез его на заточку. И в целом, ребят, просто показал вот. Есть вот такой, ребят, ножичек. Кореш просто снял, ребята, с ремня. И Андрюха говорит, просто держи от души. Вот такой, ребятки, ножичек. Это просто память от кореша моего. Заглубляемся дальше, ребят. Немаловажно. Походили и до сих пор ходят, ребят, эти ножи от Паши Ковалевского, ребята. Есть такой бродяга в Беларуси. Тоже блогер, ребята, начинающий. Маленький каналчик. Скоро 1000, ребят. Давайте его поддержим. Добьем уже 1000. Пускай он радуется. Ссылочку, ребят, в любом случае на Пашку я оставлю. Но в целом он просто занимается, ребят. У него есть хобби свое. Вот он не только видео снимает, он еще изготавливает ножи, свои ножи, ребят, ручной работы. Прям по красоте. У него много есть видео, кстати, на канале, где он показывает, как это делать. И это очень интересно, ребят. И он просто от души говорит, Андрюх, хочу тебе отправить пару ножей. Я тоже это показывал на канале, ребята. Просто Андрюха говорит, прими от меня подарок. Была вообще тяжелая перевозка этих ножей, потому что, ребята, это граница. А ножи явно пограничники забанили, короче. Отправлены были дальнобойщикам. Ребята с Москвы приняли эти ножи. Потом отправили. Всем огромное спасибо, кто в этом участвовал. Я помню, ребята, было очень сложно. Но в целом, ребята, эти ножи у меня. Они уже поработали, походили. Многие видели, ребята. И вот эти два ножа сейчас я просто... Ну что, братцы, вот этот ножичек, наверное, вы сразу поняли. Потому что до сих пор, ребята, я с ним хожу. До сих пор я с ним хожу. Вот такая, не знаю, можно сказать, карельская береза, ребят. Ну, Пашка делает сам. У меня тоже уже, ребят, он, ну рабочий. Я базара ноль ухаживаю, как бы стараюсь, но, ну, не знаю, просто. Он рыбу чистил им. Здесь зимой, ребята, лунку, железу прорубал, кончик сломал, короче, заточил безобразный кончик. Ну, ножик рабочий у меня, ребят. Вот в таком исполнении. А вот этот ножик, ребят, я подарил Ларисе Юрьевне. И она им чистит рыбу, которую я привожу домой. Да, ребята, она безобразно его точила, смотрю. Ну, в целом, она им чистит рыбу. Ей, говорит, очень удобно, она им нравится и чистит рыбу. Вот такие два ножочка от Пашки, ребята, Ковалевского. Братан, ты знаешь, что как бы ножи в деле, они работают. Вот уже даже скоро заклепка отлетит. Ну, в целом, ребят, ножи поработали и работают до сих пор. А вот такие два. Ну, он как бы говорит, Андрюха, это, говорит, не под что-то. Вот это, говорит, ходить за грибочками. Но у меня он так нравится, ребят, им подрезать что-то можно и на рыбалочке. Я вот этим рыбу чистил. По красоте, Пашка, ты молодец. Тебе здоровья крепкого. Вот, ребят, два ножочка от Пашки. Все делает сам полностью. И ножны клепает, и ручки делает. Все сам молодец.
Я знаю, ребят, что у меня многие смотрят с Белоруссии. Пашка, как мне не изменяет память, город Гродно. Если не так, подправьте, ребятки. Я знаю, что смотрят многие из этого города. Подписываемся, ребят, передаем привет. Ну и в целом можете заказать у Пашки себе сувенирчик, вот такой ножичек. Я думаю, Пашка не откажет. Ну и поддержим, братва. Поддержим Пашку. Ссылка в описании. Давайте, ребят, тыщенку подобьем ему уже. Хороший мужичок, хороший парень. Вот такие наши. Дальше, ребята, с Ларисой Юрьевной мы стали часто выезжать. Как бы она готовит, ребят, очень хорошо. Дома вообще идеально. Ну, видели на канале, ребят, что она готовит прям изумительно. Много чего умеет делать. И вот этот нож хороший, ребята, в этой сфере. Я заказал тоже для нее, вот специально для походов. Вот он тоже в деле. Он такой пошорпанный. Но он в деле, ребят, она им готовит на рыбалке. Вот именно этот нож мы взяли для рыбалки. Кстати, коробочка. Да, коробочка здесь, ребят, на работе у меня. Вот она. Вот такая коробка была. Это тоже в той сфере, ребята, где финки НКВД продают, изготавливают. Та же кузня. Вот. Есть у них кухонные ножи. И вот специально для нее, ребят, под шефа, нож шеф я ее заказал. И вот до сих пор он лежит в сумке. И Лариса Юрьевна подрубает, бывает, на рыбалочке что-нибудь интересное. Вот коробочка сувенирная у них. Нож хорош. Я его тоже взял на заточку. Так как, ну, чтобы ножи все были в порядке, острые. Когда нож острый, тогда все получается. Просто взял, ребят, ну и вспомнил и показал. Вот, но коробочка осталась здесь еще. Никаких нож нету у него. Просто возим в полотенышки. Сейчас дома замотал. Сейчас отдам. Парнишки будут затачивать. Ну что, друзья, ну вот небольшая коллекция, так скажем, моих рабочих реально ножей. Не сувенирных, не коллекционных, которые лежат на полке дома там, да. В целом, ребята, у каждого ножа есть какая-то история своя. Он со мной побывал. Ну, это третья рука для рыбака-охотника, ребят. Всегда на поясе, что-то где-то подрезать, лесочку, там, приготовить, пообедать, там, что-то еще, как-то разделать рыбу. Он должен, ребят, работать в целом. И вот сегодня просто так получилось, что их собрал все вместе и показал вам. Ну, ребят, идем дальше. Новиночка, ребят. Я уже его открывал, посмотрел. Ну, в целом, ребят, хочу показать вам еще один, ребят, якутский нож. Так, братцы, ну, повторюсь, дома, ребят, я его немножко открыл, посмотрел. Приходят, ребят, они вот таким образом. Опять же, в таких же деревянных, ребят, подарочных коробках. Ну вот, кузня Барк, от которой идет финка НКВД, ребята. Вся эта история. И вот сегодня от них, ребята, у меня якутский нож. Приходят, ребята, они вот в такой подарочной коробочке. Присутствует масло для заточки, не знаю, для долгого использования ножа. Такие опилочки для смягчения, ребят. Документы от этого ножа, все присутствует. Гарантия, советы от кузнеца, как, ребята, за ним ухаживать. Ну вот, в принципе, масло для этого и предназначено, чтобы ухаживать. Ну и получается, ребят, сертификат, так скажем, паспорт. Сертификат, ребят, все есть. Вот, пожалуйста, вот эти документы. Я говорю, еще ничего не читал, в принципе, не рассматривал, какая сталь, ребята, что да как. Ну, в принципе, здесь все, в принципе, указано. Результаты испытаний. Много есть тестов, даже есть на видео тесты. Нержавеющая сталь, ребята, кстати, присутствует. Общая длина 280, длина клинка 150 миллиметров. Марка стали, ребята, 95-18. Ну и вот сертификат соответствия. Пожалуйста. Ладно. Это все можно, ребят, посмотреть будет в интернете, так как в эти подробности я никак не вталкиваю. Я просто хочу показать, ребята, что в чем мы будем ходить дальше, возможно. Вот так завернут, ребят, как в Советском Союзе колбаса. Бабам.
Ну что, братцы, открываем, смотрим. Опачки. Все в пленочке, ребятки, новенький. Новенький якутский нож. Пленочка. Сейчас все перед вами, ребят, снимем. Сниму, распечатаю, покажу. Ух ты! Смотрите, ребятки, какой красавец. Это тоже, ребят, якутский нож. Клинок 150. Я вам говорю, все, ребята, там написано. Но я не буду вас сейчас затягивать, затруднять. Кап карельской березы. Кстати, Карелия тоже горит. Слава богу, до нас, ребят, это не дошло. Но в целом, вот, ребятки. Кузница Барк. Ножны. Телячья кожа. Красота, ребят, смотрите. Вот этот изгиб. Кровосток. Ну, крутой, ребят, согласитесь. Смотрите, какая убийца. Я не знаю. Как раз, ребят, я, наверное, возьму его на север. Сейчас вот поездки у меня планируются. И вот будем работать вот этим якутским ножом. Ну, туда, тут базара, но тут заточка идеальная. Надо какой-то листок новый взять, что ли. Посмотреть, как все это будет получаться. Ну да, режет идеально, ребят. Эх, красавец. Что-то в последнее время, ребят, вот, смотрю, вот и многие охотники начали носить на поясах вот именно вот якутские ножи. Они своеобразные такие, ну, в целом, очень, конечно, красивые. Кузница Барк, вот у их, ребята, здесь гравировочка стоит. Ножны в таком исполнении. Отлично. Ну, здесь уже не жестко, ребят, такое вот, не жесткий, как допустим, вот на этих ножах. Вот, допустим, на этом якуте. Она вот просто жестко вот зацеплена. А здесь он уже будет болтаться, провисать. Огонь. Да, север, наверное, ребята, я возьму его как основной. Ну и в целом как бы дополнительные, которые мне нужны будут на разделку рыбы и так далее, будут присутствовать. Круто, круто. Ах, пахнет, ребята. Красивый кап, ребят, смотрите. Есть рисунок. Огонь. Что, братцы, вот в целом, в принципе, вот эта банда со мной пока что. Я не говорю, что это как бы все ножи, ребят. Есть еще, конечно, разные ножи. Попроще, посложнее. Некоторые вообще просто лежат, которые, ребят, я не беру. Ну, настолько они дорогие мне, что они просто лежат на своем месте. Но в целом, ребята, мы с вами договорились, вот этого якута будем разыгрывать на 60 тысяч. Пашка, ребят, Ковалевскому большой привет. Давайте поддержим парнишку. Ссылочка в описании, ребята. На Пашку, на канал Белоруссия. Залетайте, ребята. Крутой, достойный парень. Ну и в целом на остальные ножи, ребята, которые присутствуют, я оставлю ссылочку. Ну, может, кому-то что-то заинтересовало. Все будет в описании, ребят. Мастера. Постараюсь найти ватсапы, у которых заказывал, чтобы было попроще вам. Если кому-то нужно будет для походов, заходите, смотрите. Ну и в целом, ребята, вот новиночка моя. Вот такой якутский ножик. Будем распечатывать север. Я думаю, новые приключения, новые места, новый нож, новые события, новые приключения. В общем, все, братцы, буду прощаться. Все в описании. Читаем, смотрим. Ну и от меня большой привет всем, ребята. Спасибо за поддержку. Были непонятки, ребят. В общем, все разрулили, все поставили на места. Все хорошо будет. Все четко будет, ребята. Спасибо, что такие есть у меня мощные подписчики. Прям, не знаю, я даже подписчиками назову, потому что, ну, реально вы, ребята, крутые. Все, буду прощаться, ребята. Сбора, недельный сбор. Ребята, и скоро рванем, наверное. Все, братцы, пока.